На сегодняшний день, уважаемые коллеги, как я уже и сказал, мы с вами впервые встречаемся в таком формате. Со многими из вас я уже имел возможность встречаться, обсуждать текущие вопросы, перспективы развития, проговаривать о конкретных персональных объемах ответственности. Но хочу отметить, что правительство республики – это коллективный орган. Но не думайте, что у каждого есть коллективная безответственность. Хочу вам сказать, что личная ответственность каждого на результат в целом будет зависеть от слаженной нашей работы. Эта работа, как я уже говорил неоднократно, должна строиться в тесном взаимодействии с депутатским корпусом. Надежда Борисовна здесь присутствует, она будет постоянным участником наших заседаний, поэтому я думаю, что все вопросы, которые мы будем обсуждать, в том числе будут либо отражать свое соответствующее, так сказать, решение, либо в законодательных актах, либо в тех документах нормативных, которые мы вместе будем с вами принимать. Я уже говорил, что мы с вами здесь решаем конкретные вопросы, а не для выполнения каких-то формальных обязанностей. Поэтому прошу в своей работе руководствоваться именно таким подходом. Если вопрос можно решить более в короткие сроки, как я уже вам говорил, это касается и неких процедур. Почему возникают такие сроки? А потому что нет конкретной процедуры, нет формализованного графика и нет функционала, четко закрепленного за тем или иным сотрудником, который знает, в какие сроки, как и когда ему выполнить ту или иную задачу. Это регламенты, которые, к сожалению, во многих вещах отсутствуют, а поэтому возникает коррупционная составляющая и личная заинтересованность, и некие темы, которые на сегодняшний день недопустимы в работе органов власти. Я хочу сказать, что многократно встречаюсь со случаями отписок в вашей работе. То есть вам главное закрыть, галочку поставить. Этот вывод, честно говоря, не хочу, чтобы он укоренился. Если кто-то позволит себе решать вопросы таким образом, то имейте в виду, каждый ваш ответ я буду персонально разбирать, в том числе на заседании правительства. И сколько времени потребуется, столько и будем с вами заниматься выстраиванием этой работы. Я вам хочу сказать, что в оценку вашей деятельности будет заложен тот самый факт, о котором я сказал. Ваша персональная работа с обращениями граждан. И как вы реагируете, как руководители отраслей, министерств, ведомств, главы муниципальных образований, на чаяния и вопросы населения, на их обращения и на их проблемы. Как вы уже поняли, уважаемые коллеги, что я приехал работать сюда, а не разговаривать. Что, в принципе, на сегодняшний день требую я от вас в конструктивной и плодотворной работе. Вчера депутаты Государственного совета приняли решение о внесении ряда поправок в Конституцию Республики, в том числе и в части моих полномочий, как исполняющего обязанности. Я благодарю депутатский корпус за оказанное доверие и хочу заверить, что все то, чем я сегодня уже наделен, будет направлено исключительно на позитивное и конструктивное взаимодействие решения вопросов, стоящих перед республикой. Теперь я могу принимать и осуществлять весь спектр решений по управлению республикой. Буду использовать это право для конструктивного, как я уже сказал, решения задач, направленных на развитие региона и на повышение качества жизни и благосостояния граждан. Я ни от кого не скрываю, что у меня есть свое видение, и все уже, наверное, почувствовали это, в оптимизации и повышении эффективности работы органов исполнительной власти. После вступления закона в силу, изменений в Конституцию я имею в виду, предложения по структуре правительства, по функциональным обязанностям отдельных структурных подразделений я вам, безусловно, представлю. Произойдет это в самое ближайшее время. Более того, хочу сказать, что персональный состав правительства будет назначен тоже в ближайшее время. Теперь, что касается обсуждаемых сегодня вопросов, уважаемые коллеги. Это работа новой системы капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
и подведение итогов летней оздоровительной кампании. Оба вопроса, уважаемые коллеги, напрямую и очень чувствительно влияют на качество жизни и социальное самочувствие жителей республики. Особо хочу остановиться на первом вопросе. Тема капремонта очень животрепещущая, уважаемые коллеги. Как для республики, так и для всей страны в целом. Эта тема не просто на слуху, она, по большому счету, сегодня вызывает много вопросов. К сожалению, в силу неурегулированности ряда моментов, в силу отдельных проблем, которые существуют в этой сфере, ну и наверняка в силу отдельных финансовых инструментов, которые в ней применяются. Ситуация в сфере ЖКХ требует самого пристального внимания, мы уже об этом с вами говорили. Внимание повышения контроля со стороны органов власти, причем всех уровней, и на местах, и в республике. И, конечно, наше активное участие в этом процессе, в том числе, будет формировать повестку дня в федеральных органах власти. Такой же пристальный контроль со стороны надзорных органов я прошу осуществлять ежедневно. Любые попытки присвоения, использования не по целевому назначению собранных средств в этой сфере и не только, но и в сфере ЖКХ в целом, как и случаев халатного отношения к своим должностным обязанностям, незамедлительно прошу правоохранительные органы пресекать, докладывать мне для принятия персональной ответственности руководителей. Виновные, еще раз говорю, в таком подходе будут наказаны. Сегодня, подводя итоги первого года работы новой системы капитального ремонта многоквартирных домов, я бы хотел, конечно, Валерий Петрович, в первую очередь от вас услышать, как организована работа, какие вопросы на сегодняшний день уже решены, какие в стадии решения, какие требуют в ближайшее время оптимальных подходов, механизмов, в том числе финансовых затрат. Ну и дальнейший вопрос, который мы с вами будем обсуждать, это итоги проведения летней оздоровительной кампании. Я тоже хотел бы очень внимательно и подробно сегодня этот вопрос рассмотреть, потому что организация детского отдыха – это состояние детского здоровья в течение всего остального года, а это значит финансовые затраты семьи, а это значит их благосостояние и, если хотите, моральное состояние этих семей. Здоровые, счастливые дети, здоровая, счастливая семья. Значит, все достаточно оптимистично в республике.